Здравствуйте, наши маленькие зрители, а также их родители. Это программа «Брегаляп Иряник», в которой мы учим слова на татарском языке. Учим мы их легко и весело. Вместе с вами и нашими участниками давайте с ними познакомимся. Сегодня у нас в гостях семья Максумовых. Айзат и его мама Альбина. Здравствуйте. И семья Хабибулиных Ислам и Гульзия. Иссянмысыз. Салям! Давайте поподробнее, поближе познакомимся с нашими героями. Айзат занимается футболом. Его любимый кумир Криштиану Роналду. Он активно выступает на концертах, рассказывает стихи и в конкурсах, занимает призовые места. А также он активный участник программ канала Шаян ТВ. Давайте посмотрим на экран. Yıldız Şarapova tilsiz kolu, tilsiz kolma diye bir İren oğlum tatarşa, abi yukka mataşa, min bir turuşa bilem, nişlim tatarşa bilen, tatarşa sileşkanımne, malaylar da onlamay, eye, oldamayım, tatarşa indeşe kolsam, Makmaylar da sonlamay, şulaydı mine bige, bir til bilem, ikini de, bir günü minim tilini bilesiz mi? Kır çıktı, tilim şişip, kubüp çıktı, buldu bir yele şoklu. Bol kırtı da bilgen mi? Minim oyunlarla bir kimge de yazmasın, bulurga minim halde. Айзат, у тебя очень много занятий. Остается свободное время? Да. Как ты его любишь проводить? Ну, с друзьями. С друзьями? Чем занимаетесь? Ну, играем в футбол в деревне. Когда приезжаю, хочу играть в футбол, ну, занимаюсь всякими делами. Но мама заставляет заниматься всякими делами, да? А в будущем, когда вырастешь, кем хочешь стать? Футболистом. Футболистом? Или все-таки, может быть, пловцом? Потому что ты, я знаю, на плавание тоже ходишь. Да. Что больше всего нравится? Ну, это нравится. Мне футбол. Футбол. Значит, станешь футболистом. Да. Как Криштиану Роналду. Да. У тебя, кстати, очень модная стрижка. Это сейчас тренд сезона. Выбритые бока и... Как это? Длинные волосы сверху. Альбина, скажите, пожалуйста, откуда такой разносторонний парень вырос? В кого? Ну, у нас с детства был такой активный, везде участвовал, и в садике самые главные роли играл. Потом в садике у нас был кружок футбола, туда начал ходить, потом сам говорит, хочу на плавание, потом мы пошли на плавание. Сейчас уже занимаемся танцами. Он говорит, я хочу танцами еще заниматься. Какими? Современные Современные танцы. хореографии. Да, у нас группа, как называется, Улам? Группа называется Громче скажи. Мальчиши. Мальчиши. У нас Мальчиши. танцевальная группа. Да. Вот. А где занимаетесь хореографией? У нас «Шарм». Танцевальная студия «Шарм» мы ходим. Шоу-театр «Шарм», да. Да. Знаем мы такой. Желаем вам удачи в сегодняшней игре. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Еще один герой нашей программы – Ислам. Очень любознательный, разносторонний парень. Очень любит животных. Еще у Ислама хороший слух. Он поет и выступает на разных концертах, а также активно принимает участие в программах телеканала Шаян ТВ. Давайте тоже посмотрим небольшой видеофрагмент. Сәлем, шаян дусларым. Нихәят тагын якшәмбе килеп җитте. Һәм без бергәләп Шаян ТВда Җәнлекләр мультфильмының дәвамын карый алабыз. Ох, бүген җәнлекләрне тагын да кызыклы маҗаралар көтә. Алар болытларга менергә тиеш, чөнки җәнлекләргә кирәкле орлык болыт агачында гына үсә. Һәм бүген цилиндрны болытлар ашаучы сихерче кабып юташак. Я уже сказал, что ты очень любишь животных. А какое животное хотел бы завести у себя дома? Собаку. Какую? Лабрадор, ретривер. Лабрадор и ретривер. Две породы сложно выговариваемые. Это одна. Одна. Извините, я просто не разбираюсь в собаках, я просто хочу хаски, здесь все просто. Вот. А в будущем кем хочешь стать? Политиком. Политиком. А что делают политики? Они руководят страной, подписывают законы, делают конституцию, право гражданина. Ну, Откуда такая любовь в политике? Откуда такое желание стать политиком? не знаю, хочу сделать справедливость,
как во времена СССР, справедливость хочу сделать, чтобы Россия была страной лучше всех. Какие у тебя глобальные мечты. Я надеюсь, что они осуществятся. Гульзия, в кого такая увлеченность политикой, миром? Наверное, в нас. Мы дома часто рассказываем, как было хорошо в нашем детстве. А сейчас плохо? Нет, сейчас тоже хорошо, но тогда была справедливость, как бы социальное равенство. Видимо, это впитал. Не знаю. Ну, я, насколько знаю, еще очень много энциклопедий читает, да, И Ислам? читает очень много. Да. Ну, я тебе желаю только удачи. У меня нет слов. Я еще не видел ни одного героя нашей программы, который хотел бы такие глобальные мечты. Я надеюсь, у тебя все получится. Спасибо огромное, что ты сегодня с нами. Давайте начинать нашу программу, но тему мы пока называть не будем, а узнаем ее в первом туре. Итак, мы начинаем первый тур нашей программы. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных словах, связанных с темой. Тему мы узнаем в первом слове. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. С кого начнем? Ислам. Давай, с тебя начнем. Внимание, вопрос тебе. Смотрим. Гуляют, ходят по всему миру. Я была в Москве, в Турции, в Египте. Это когда ты идешь с мамой и папой куда-нибудь отдыхать или в другую страну на море. Это тогда ты собираешься в дорогу, покупаешь билеты на поезд, на самолет, собираешь вещи, узнаешь, когда это и во сколько. Мне очень нравится это делать, особенно собирать чемоданы. Мы ездили к друзьям в Екатеринбург крайний раз, а на каникулах поедем в Москву. Мне очень понравилось описание. Сначала ты собираешь вещи, а уже потом узнаешь, куда и во сколько. Итак, Ислам, о чем шла речь? Это путешествие. Путешествие. Сам часто путешествуешь? Ну, да. Где уже побывал? Я так-то в далекие страны не ездил. Я был в Зеленодольске. Еще где был. Только в Татарстане. В Татарстане. Но это тоже своего рода путешествие по родному краю. Это правильный ответ, молодцы. Путешествие, саяхат. Именно об этом сегодня мы будем говорить. Тема сегодняшней программы – путешествие. Айзат, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим на экран. Они бывают часто, только в опасном виде. Например, когда ты теряешь чемоданы, падаешь в фонтан. Это когда случается с тобой всякие интересные вещи. Это тогда ты совершаешь какие-то подвиги, и они становятся чудесными. Мы часто теряли чемоданы в аэропорте. Приезжали в Казань, и оказывалось, что наши чемоданы еще летают где-то по местам. Итак, Айзат. Это Приключения. Приключения, совершенно верно. Это правильный ответ. Мажара. Именно так это слово переводится на татарский язык. Ислам, продолжаем с тобой. Смотрим на экран. замочком и без замка 2 кармана. Они берут туда бинокль, карту, компас. Разные цвета. И обычно туда кладут вещи. Всякие большие, маленькие вещи. Это такая сумка, которая одевают на плечи и помогает держать осанки. Это такая вещь, которую дети носят в школу. Учебники кладут, тетрадку, азбуку, карандаши, ручка, точилка, стиралка. Такая песенка про него есть из фиксиков. Без него в дороге просто пропадешь, а с ним ты далеко пойдешь. Итак, Ислам, Это рюкзак. это рюкзак. Расскажи по секрету, что у тебя лежит в рюкзаке? У меня в рюкзаке лежат школьные принадлежности. В рюкзаке у меня лежит одежда, если я куда-нибудь еду. Свои вещи, там лежит, там может лежать еда, то, что тебе пригодится в путешествии. А там шоколадки, машинки всякие, что-то такое. Ну, шоколад. Иногда бывает, да? Да, игрушки можешь положить.
там твои вещи. Это был правильный ответ. Это рюкзак. А рюкзак по-татарски переводится как биштер. Мы продолжаем, Айзат, с тобой. Внимательно смотрим на экран. Это вот такое земля. Она большая. Там живут некоторые животные и птицы. Козлы, орлы, ястребы. По крайней мере, я знаю про нее пословицу. Умные на нее не ходят, а ее обходят. И там попадаются драгоценные камни, сокровища. Еще они бывают Альпы, Гималаи и Уральские. Есть самый высокий холм, его называют Эверест. Так, Горы. горы. А в единственном числе? Гора. Гора. Это правильный ответ. Гора по-татарски тау. Мы готовы ответить на 5-й вопрос. Давайте возьмем игрушки. Сейчас нужно до конца досмотреть. Обязательно до конца. Потом, кто первый нажмет, тот первым будет отвечать. Внимание, смотрим. Это такой каменный дом. Это такой холм, где есть ущелье. Там иногда попадаются летучие мыши, пауки, змеи. Я не боюсь летучей мыши. Там находятся сокровища, камни драгоценные. Хотел бы увидеть. В ней растили детей и прятались от холода. Обычные люди. Итак, о чем же шла речь? Ислам был первый. Это пещера. Пещера. Был когда-нибудь в пещерах? Ну, нет. А если когда-нибудь окажешься в пещере, то обязательно узнаешь, что такое сталактиты и сталагмиты. Это тебе задание на будущее. Это был правильный ответ. Это пещера. Пещера по-татарски Магара. Мы закончили первый тур нашей программы. Пока впереди ислам. Мы продолжаем нашу программу. Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Так, парни, я вам буду говорить слова на русском, вы даете их перевод. Айзат, как будет по-татарски путешествие? Саяхат. Саяхат. Дрес. Ислам, приключения. Мажара. Мажара. Нахшулай. Айзат, тебе слово рюкзак. Биштер. Ислам, гора. Тау. Тау. Дрес. И Айзат, тебе слово пещера. Магара. Магара. Именно так. Мы продолжаем нашу программу, переходим ко второму туру. Во втором туре, уважаемые команды, вам предстоит запомнить расположение картинок. Их всего 9. На это у вас будет 15 секунд времени. Это чуть больше 1 секунды на каждую картинку. Как только 15 секунд времени закончится, я буду задавать вам разные вопросы. Время пошло. Итак, время вышло. Пора задавать самые сложные вопросы. Итак, Айзат, начнем с тебя в этом туре. Где находится картинка, которая обозначает слово «пещера», Магаря? 6. Ячейка номер 6. Да, Точно? точно. Я принимаю этот вариант ответа. Открываем ячейку номер 6. Там не пещера. Это неправильный ответ. Так, Ислам, переходим к тебе. Где находится рюкзак, биштер? 3. Ячейка номер 3. Уверен? Да. Открываем ячейку номер 3. Там рюкзак, биштер, молодец, это правильный ответ. Айзат, тебе слово путешествие, саяхат. Путешествие на 4. Ячейки номер 4. Давайте проверять. Открываем ячейку номер 4. Там путешествие, аплодисменты, правильный ответ. Ислам, где находится картинка, которая обозначает слово гора? Тау. Бер. Ячейка номер 1. Принимаю. Открываем. Там находится гора. Молодец. И на очереди 5-й вопрос. Возьмите, пожалуйста, игрушки. Ананас, яблоко. Это по традиции вместе с нами. Как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и будет отвечать. Итак, вопрос. Под каким номером находится картинка, которая обозначает слово «приключение», «мажара»? Айзат был первым. 2. Вторая. Или первая? 2. Или третья? 2. Вторая. Открываем ячейку номер 2. Молодец, это приключение, мажара, умница.
На очереди третий тур, который, возможно, изменит результаты игры. Мы продолжаем нашу программу. Прежде чем приступить к третьему туру, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Путешествие, саяхат, приключение, мажара, рюкзак, биштер, гора, тау, пещера, магаря. В третьем туре по традиции мы загадываем ребусы. 3 картинки, которые объединены одним словом. Ваша задача, во-первых, назвать слово, которое объединяет все 3 картинки, а во-вторых, назвать и объяснить, как каждая картинка связана с этим словом. Итак, Ислам, начнем с тебя. Первый ребус для тебя. 3 картинки. Смотрим. Первое там татарская сказка «Кәҗә белән сарык». Они пошли путешествуют, потому что их выгнали. Да, непланированная. Дорога обозначает путь, путешествие, и это сувениры, которые привезены с путешествия. Значит, слово Путешествие. «молодцы». Это правильный ответ. Здесь даже нечего добавить. Бик яхшы. Отлично. Айзат, готов? Да. Я надеюсь, ты также с легкостью справишься с этим заданием. Внимание, ребус для тебя. Первая фотография, мы лазим в горы. Так. Второе, Коза горная, да. коза горная. И Хорошо. третье, чашки, Горы горбус. Горы посуды. Значит, это слово Гора. 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 Тау, молодцы. Также с легкостью вы справились с этим заданием. Сегодня мы дарим памятные подарки от программы «Брегаля Пиряник». Я надеюсь, что они вам пригодятся в жизни, потому что у вас, парни, самые настоящие наполеоновские планы. Я надеюсь, что они у вас обязательно сбудутся. Ну а нам пора прощаться. На сегодня мы завершаем изучение слов на татарском языке. Теллерне ирянегис, туган телне бер кошанда. Онотмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз! Пока-пока!